третья столица России, котел, в котором смешались Восток и Запад. Громких титулов у Казани немало, и также много легенд о том, как Казань, собственно говоря, и стала Казанью. На данный момент существует 16 версий того, как наш город получил свое имя. Так давайте же сегодня разберемся, как оно было на самом деле, и распутаем эту паутину истории. А распутывать есть что. Казань умело хранит свои секреты. Большинство версий происхождения названия города так или иначе связаны с рекой, на берегах которой он расположился, с Казанкой. Но мы пойдем другим путем. Казань Казановна. Золотоордынский хан Казан-Султан решил построить город. То ли место ему приглянулось, то ли новый форпост на судоходной реке понадобился. История не уточняет, но город он построил. И над названием долго думать не стал, назвал в честь себя великого. У этой теории, конечно, есть сторонники, но особой популярностью она не пользуется. Исторических подтверждений слишком мало. Следующая версия порадует ценителей словесности. Легенда лингвистическая. Слова «Казань» и «Казанка» однокоренные. Частица «он» в древнетюркском обозначает реку, а вот с корнем «каз» все сложнее. Переводов у него больше. Первая ассоциация, которая придет на ум человеку, владеющему татарским языком – гусь. За тысячелетия это свое значение тюркское «каз» не поменяло. Только вот никаких особенных полчищ гусей в этих краях не обитало. Поэтому рассмотрим второй вариант перевода этого слова – граница. Получается, что дословно Казань переводится как «пограничный город». Логически версия получается стройной, но документов ее подтверждающих так и не нашлось. И третье значение слова «каз» – глагол «рыть» или «копать», то есть Казанка – это в буквальном смысле река, прорывшая землю. И действительно, смотря на ее пойму и имея достаточно богатое воображение, можно представить, как вода буквально вгрызалась в холмы и пробивала себе дорогу. Следующая версия в документальных подтверждениях не нуждается, потому как она уже официально признанная легенда. Где закипает котел без огня? Основание города – дело ответственное, и будущие первые казанцы обратились за советом к местному колдуну, на что тот ответствовал: где котел, врытый в землю, без огня закипит, там и быть городу. Вопрошающие, если и удивились, то вида не подали и отправились на поиски. Сколько раз они закапывали котел, он же Казан, легенда умалчивает, но, наконец, предсказание сбылось. На слияние Казанки и Булака вода таки закипела. За столетия ландшафт изменился, а потому отыскать это место сейчас невозможно, но, вероятнее всего, это район нынешней Кировской дамбы. Следующая версия тоже связана с Казаном и с водой, но здесь уже практически полновесная драма с историей о потере и последующем обретении. Как символ власти в реке утонул. Старший сын последнего булгарского хана Габдуллы Алтынбек, по некоторым версиям Алибек, спасаясь от преследования монголов, оказался на берегу неизвестной реки, текущей среди зеленых лугов и лесов, и решил разбить стоянку. Будущий правитель послал слугу за водой, да вот только берег оказался крутым и скользким, а посыльный не отличался ни грацией, ни ловкостью, так что уронил котелок в воду. А в то время с посудой все было не так просто, она являлась символом власти, и чем могущественнее человек, тем дороже должен был быть его казан. И так как герой нашей легенды приходился старшим сыном одному из самых могущественных правителей того времени, его котел был золотым. Разбрасываться такими ценностями Алтынбек не хотел, а потому слугу наказал и пригорюнился. День горевал другой, а потом и подумал, что неспроста река забрала его казан, что именно здесь он, потеряв малость, обретет истинное величие. И велел заложить город, назвав его, конечно, Казан. В общем, версий достаточно много. Что меня касается, мне кажется, все видно невооруженным глазом. Да? Слово «казан» означает «котел». И искать какие-то иные формы, мне кажется, это не совсем правильный путь. Казань произошло, без сомнения, от названия реки Казанка. Это по-русски звучит Казанка, по-татарски это Казансу. Таких аналогов найти можно достаточно много. Например, самый яркий пример – это Москва. Москва-река, город Москва.
Как показывает практика, гидронимы, то есть названия рек, являются древнейшими среди всех видов географических названий и зачастую именно в честь рек. В древности называли города, расположенные на их берегах. Есть версия, что Казанка получила свое имя из-за множества котловин и омутов, что звучит вполне логично. А вот популярная история для туристов о том, что Казань назвали именно так, потому что расположена она в котловине, похожей на Казан, критики не выдерживает вовсе. Ни гор, ни каких-либо приметных холмов вокруг города не наблюдается и никогда не наблюдалось. Но встречаются и куда более загадочные теории. Бедствие, береза и мать и мачеха. Некоторые активисты связывают название Казанка и Казань со словом «была-поза» – бедствие. Якобы в древние времена река эта считалась слишком своевольной и непредсказуемой, а та ее сторона, автор не уточняет, что именно считать той стороной, вообще имела репутацию, мягко говоря, недобрую. А все потому, что там жили племена язычников, которые мало того, что зайцам да лешим поклонялись, так еще и между собой не ладили. К счастью или к сожалению, но ни исторически, ни лингвистически эту теорию доказать не удалось. Башкирские лингвисты предложили версию, что слово «казан» созвучно со словом «каен», то есть «береза». Но доказательств и здесь недостаточно, да и повышенной березовостью окрестности города не отличаются. И еще одна ботаническая версия. Водная трава, мать и мачеха, кашлегон. Так башкирский писатель Юсуп Гарай объясняет происхождение слова «казан» в некоторых тюркских языках. И снова, доказать эту теорию историки не смогли. Чем больше легенд у народа, тем больше, наверное, у него было потенциала объяснения, изучения своей собственной истории, своего будущего. Судя по количеству легенд, потенциал у татарского народа огромен, и нам предстоит распутать еще множество паутинок истории.